Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia według Jana. Jezus сказал Никодему: «Як Моисей узвысил змею у пустыни, так повинен быть узвышаны Сын Человечий, как каждый, кто верит в Его, мел житё вечное. Вот так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинородного, как каждый, кто верит в Его, не сгинул, а имел житё вечное. Бо не послал Бог Сына Своего у свет, как судить свет, але как свет был збавленный праз Его. Кто верит у Его, не будет осужденный, а кто не верит, той уже осужденный, тому, что не поверил в имя Одинородного Сына Божьего. А суд у тым, как світло пришло на свет, але люди больше полюбили темру, чем світло, бо учинки ихние были дрянные. Тому каждый, кто чинит зло, ненавидит светло и не идет до светла, как не открылись ягонные дрянные учинки. А кто, поступая по правде, идет до светла, как явными были учинки ягонные, бо яны здійсненные у Богу». Это слово Пана. Что бы сказать? То, что говорит Слово Божие у первой черзе, то, что говорил так само тыдзень тому назад. А в чем Слово Божие говорит? Ласка Божия, конечная, есть потребная для избавления каждому человеку. И сегодня, когда так приглядимся до всех трех читаний, так это сумесная речь. Чему? Бо человек, видимо, часто думает, что может сам себе збавить. Як щось у його житті помінялось, думаю, ось дякуючи мені. Або хтось пойде здавати, наприклад, екзамен якийсь, здасть екзамен, і кому він дякує, ну, Савін, я здав екзамен. Або хтось пойде здавати, наприклад, на права, і скаже, ось я здав права. Ні, треба сказати, що дякуючи ласці Божій, Бог тобі послав ласку, щоб тобі ця ведза присвоїлася, і ти здав цей екзамен, який повинен був здати. Бо ми, люди, вельми часто в нашому житті поступаємо, як цей слон з муравйом. Ідуть слон і муравей до слона. Поглядели, як ми тут стучим нашими копытами. А слон, ну так, стучим, що все трясется. І так само ми до Пана Бога, Пане Боже, але ви тут свет збавляємо. А Пан Бог, так, збавляєте свет, теперь можете, свет збавляєте. Стучите, трясете всім, що є. Сапраўды сённяшняе чытанне, якое гаворыць паводле Евангелия святого Яна, ёсць размовай Никодема. Калі адчыніце да хаты прыйдзеце Святое Писание, 3 раздзел Яна, Евангелисты, паглядзіце, што ён цэлы пасвечаны размове Иисуса Христа з Никодемом. Кім быў Никодем? Достойник жидовский, не был які чалавек, верный, мудрый чалавек. Але у своей мудрости знаходзіць пакору, каб прыйсці па параду да Иисуса Христа. Як я маю мяняць сваё жыццё? У чым ёсць сапраўдная радасць майго жыцця? І атрымоўвае адказ ад Иисуса Христа. Ведаеш, у чым праяўляецца радасць? У тым, што падобнае адбылося на пустыні. І чытаем сённяшняе Евангелие. Як Моисей узвысил змею у пустыне, так повинен быть узвышенный Сын Человечий. Як Моисей узвысил змею на пустыне. Треба было бы докладно доведаться, про что тут написано, отчинить книгу лічбаў Старого Заповету, докладно 21 раздел, и от 4 вершу прочитать историю, як это адбылося
что Иисус, что с этой змеей медяной. Я вам припомню покоротце. Народ израильский был выведен из неволи, вырванный с позором смерти, у яких постепенно погибал, а этого не зауважал. Пришел Моисей, вывел этот народ, Бог послал пляги, показать, что он трожится в этом народе. Народ не уже повинен отримать веру в Бога. Бог так само отчинил море, про якое середину прошел народ выбранный. Загубил тех, кто гнал народ войско египетское. И народ египетский, идучи так в пустыню, начал далее не доверять Пану Богу. Столько Бог учинил для життя нашего вельми часто. Мы идем про життя нашей, про пустыні нашого життя. І так само не довіряємо Пані Боже. Здаємося питання, Пані Боже, чи ти єсть, чи ти нема? Бо я этого не розумію. Бо погляджу, часами ти єсть за мною, часами тебе нема. І ми так починаємо вельми часто нарекати Пана Бога. Шмат хто відвертається від Пана Бога. Бо ніби батьки дали эту віру, але молодежь, дети здесь открывают Бога, что его тут нема. Бо его не могут вытлумачить, и этот народ не могут заважить Пана Бога, уважить Пана Бога. Это народ, когда не верил в Пана Бога, когда не бачил Пана Бога, хотел иметь Бога, который хотел помазать. Здесь творили памятаете, что теля золотое, можно было поклониться, поцеловать это теля у копытка золотое и попросить его кисти ласк, али и так с этой ласки не отримовывали. Сегодня народ так не доверял Пану Богу, что начал на его нарекать. И Бог думает, добро, спошлю на вас, что змеи, незвычайные змеи, ядовитые, которые докладно в Святом Писании, если будем читать в оригинале, что змеи не ядовитые, змеи горячие. Горячие, что означало, что их укусить, так человек одразу помирает. А чим эти змеи есть у Святом Писании, у Святішній Євангелії? Грехом нашим. Але вернемся ще до книги Лічбов. І народ, що? Зрозумів, що зашмат нарекав на Пана Бога, прийшов Моїсей, рятуй нас, ми ж тут всі гинем. А за чого ви гинете? Моїсей питає. Ну, за це, що нарекали на Пана Бога. Добре, що народ зрозумів. Бо мог би сказати, із цих змей не вірив, хто їх не послав. Але народ зрозумів, що неправильно поступає. И говорит, зажми. И Бог пошел на размову Моисей пошел на размову до Пана Бога, и Бог говорит, ну что ж, вы ли бужа змеди? А чему змеди? Я коли отчинил, во сегодня себе зраницы, встал, думаю, что не дає покой, чему медь? Отчинил Святое Писание, тлумачение поводле Павловская, по-польску, конечно, но там, и прочитал у комментариях одну вельми цікаву речь. Бо народ у той час, у той момент, коли вандровав этим куском земли, то там было у этой земле, потом через несколько веков открыли фабрику добывания меди. Там ее было, этой меди было вельми шмат. И Моисей, правда, сказал, теперь у своих грехах шукайте медь. З этой меди мы выльем, или шукайте якусь добро в этих грехах. За этих грехов мы вводим с добра, зробим змею, але бронзову. І кожен, хто поглядить на этого медяного мужа, змея, буде оцелений. У чому це проявляється? Бо ж змея тут грехом лічиться, і змея там, бронзовая, так само грехом лічиться. У чому це проявляється откуплення? А ось у тим, як на хвилинку, бо кожен з нас грешний, як на хвилинку оторвати свій почерк від греху, и зразуметь одну вельми важную речь. Мы вельми часто люди приходим до исповеди, исповедаемся з греху, который же нам был отпущен 10 годов тому назад, например. Ну, это приклад такий. Хтось, наприклад, буде сповідатися, що поповнив колись аборт, і він з цього греху сповідається, вже за кожним разом він приходить до исповеди. Чому? Бо не вірить у милосердие Божие. Не вірить, що одна кропелька, маленькая кропелька крови Иисуса Христа, пролитая на землю, збавила меня от всех грехов. Не только меня, хватило бы целый свет збавить. Бо Иисус Христос добровольно отдає життя. Добровольно отдає життя за нас. И Моисей говорит, Пан Бог до Моисея говорит, как Моисей передал людям, что кожный, кто поглядит, одаре Божие, а царство давать. Представьте себе, идите про пустыню, змея, ползе и вас кусать. Там этих змей было миллионы.
Не много на ногу поставить. Каждый, кто шел, отмахивался ногами, палками, что там можно было. Там только прожить ярости. Но грех является смертью. Мы это забываем вельми часто. Грех человека отдаляет от Бога. А мы далее поступаем. Грешим, мы хотим помирать вельми часто. И надаремно в сьогоднішнім Писанні хочуть про святого, а ми ще не уверуємося. Тяжко оторвать путь от наших грехов. Тяжко признаться, что и забыть, что Бог нам их пробачит. Это не означает, что я маю забыть, что грехи не важны. Нет. Это означает то, что Иисус Христос, який помер на крижі, узяв грехи на себе. А докладно, как нам отримать избавление, как нам поверить у ласку Божию, яку Бог дает избавление, то мы повинны у першей черзе, что для греху, який мы чиним, дать себе укрижовать. Укрижовать. Який це спосіб? Ну, хтось, наприклад, поповняє якийсь грех, і йому тяжко з його вивести. Який тут грех придумаємо? Грех нечистости. Грех нечистости. Глядит разные фильмы в интернете, читая разную литературу, себе накручивая и потом выполняя грех нечистости. Что это означает? Означает, что треба как укрыжевать, чили от этого греха отказаться. Чили, прости, обрубить интернет. Спалить всю литературу, выбрасывать все видеодиски, фильмы, какие там есть, что меня потом накручивает против этого. Тяжко? Ну, тяжко. Тяжко. Иисус Христос принял на себе грех, и мы укрыжевали, не Иисус Христа, укрыжевали наш грех. Когда мы будем уметь укрыжевать наш грех, с яким мы боремся, то мы себя избавим. А не мы избавим, ласка Божия нас избавит. Ласка Божия нас избавит. Но ласка Божия, конечно, сегодня мы эту ласку Божию прочитали у послания святого апостола Павла на Ефесців. Бо ласкою вы избавлены от прозрения. И это не от вас. Это Божий дар. Не учинками, как никто не хвалился. Но мы вельми часто, как я сказал, что сдал кто-то экзамен, я сдал экзамен. А забываем подяковать Богу. Забываем, что родней, может, приходили, молились, кленчили на коленях, а может, кто-то отримал здоровье, молились, кленчили на коленях, а потом забываем, отримал это все уже, Пан Боже, пока на сторону. Видите, про что говорит сегодняшнее первое читание? Два слова. Гнев и милосердность. Я думаю, где тут есть слово, где тут есть равно, где равняется. Братья и сестры, Божий гнев равняется милосердности. Но Божий гнев сегодня у книги, у Евангелии мы почули, что уратовал людей. Бог загневался и спаслал мужов. И в этом проявилась Божья милосердность, что говорит, а теперь выйдите от этого мужа и отнимите свой позик от этих грехов, от этого нарекания, от этой ненависти, якую вы маете в сердце своем. И так само у другом читании мы так само про это прочитали, что, дякуючи гневу Божьему, человек вертается до милосердности Божьей. Бог не карает, а Бог хочет нас здоровать, как мы вернулись в него. Хочет показать, что я вас творил и нема большего знаку избавления, чем я есть. И сегодня говорится про это так само, мы прочитали, проспевали. Узниму Иерусалим на вершину моей радости. Узниму Иерусалим. Чим есть Иерусалим? Иерусалим это есть мое сердце, мое життя. На вершине моей радости. Какой радости? Я сказал на початку Святой Миши, что маем радоваться тому, что еще есть перед нами другая частка Великого Апостола. А видите, еще мощнее скажу. Маем радоваться с того, что мы еще живем, и что маем час. Бог нам дает час. И вот не проявляется милосердность, как мы свое життя вернули, как мы вернулись до Пана Бога, как мы направили свои поступки, как мы попросили прощения у того, против кого мы загневались. Но это есть час, это есть ласка Божия. Это есть час ласки Божьей, який Бог дає кожному з нас, як ми це своє життя направили. А затем задам вам опошнє питання. Що дає вам справжню радість у вашому житті? Вірувати